Реструктурируйте свою личную историю. Сегодня, когда вы обнаружите новые трудности на своем пути, осознайте решающую роль исключительного вмешательства, которое защитило ваше существование благодаря божественной щедрости. Поэтому крайне важно укреплять свою связь с этой высшей мудростью. Оставьте комментарий с кодом 6060, чтобы привлечь новые благосклонности в своем путешествии и отметить благоприятное начало. В это время вас ожидает решающее божественное откровение, указывающее на неминуемую опасность в ваших личных отношениях, особенно с любимым человеком. Небесные посланники бдительны и готовы вмешаться, следя за тем, чтобы космические силы действовали от вашего имени, наполняя вашу жизнь радостью. Однако отклонение от этого пути может привести к значительным потерям. Даже если Бог собирается возвысить вас над всеми предыдущими невзгодами и критикой, ждите и станьте свидетелем Его благодати. И если вы поделитесь этим посланием с 5 людьми, Бог подчеркнет, что бездействию нет места в вашей небесной судьбе. Практикуйте прощение, и вы будете прощены. Небесные вестники возвещают в новый день блестящее чудо, приносящее утешение скорбящему сердцу. Приготовьтесь к новому началу, поскольку трудности пытаются помешать грядущим чудесам. Бог обещает обильную радость и исчезновение печалей, но есть божественное предостережение. Кто-то может оклеветать вас и поставить под угрозу вашу работу. Сохраняйте бдительность и доверяйте божественному плану. Важнейшая тайна вот-вот откроется внутри вас. Защитите свою семью от небольшой, но потенциально разрушительной ошибки. Повторяйте за мной: «Господь, я рожден, чтобы почтить Тебя как царя». После этого заявления ждите великолепного подтверждения. Небесные посланники подчеркивают необходимость защиты каждый раз, когда вы выходите из дома. Распространите это сообщение широко, потому что Бог обещает день финансового процветания до конца этого месяца. Оставьте комментарий с кодом 3030, чтобы отразить всю ложь на своем пути и позволить процветать только чистым. Божественные посланники советуют быть осторожными, ибо Бог укажет путь, полный благословений и побед. Поймите, что все произойдет естественным образом, когда вы это усвоите. Небесные эмиссары сталкиваются с врагами, которые пытаются проникнуть в ваш дом. Бог утешает растерянное сердце, но требует готовности измениться. Держитесь, ведь угроза подстерегает за каждым углом. Держите эту энергию подальше, чтобы избежать серьезных последствий. Вскоре в вашей жизни проявится настоящая и заботливая любовь. Бог обещает, что после утомительного дня Он даст вам новые силы. Ангелы беспокоятся о вашей безопасности, ведь их ждут опасности. Ищите освобождения и не слишком доверяйте, тишина и осторожность необходимы. Ангелы предсказывают, что произойдет чудо. Не пренебрегайте этим посланием, чтобы ваша жизнь процветала. Напишите номер 1515, чтобы благословить свой дом и укрепить семейные узы. Бог осветит путь тех, кто разделит это послание, тем самым благословляя больше людей. Обратите внимание на тайны, которые таятся в вашем доме в полночь, ведь они могут таить в себе опасности. Ангелы сражаются с врагами, которые пытаются помешать вашим благословениям, но божественная милость преобладает. Подготовьтесь к беспрецедентному процветанию, сохраняя горячую веру. В это время Бог изливает на вас свою благодать,
предлагая вам освобождение и проницательность, чтобы выбрать настоящую дружбу. Лояльность встречается редко. Признайте тех, кто действительно заботится о вас. Сохранение этих связей обеспечит вашу личную трансформацию. Лос-Анджелес подчеркивает надвигающиеся проблемы. В ближайшие часы будьте внимательны к скрытой чистоте, которая ждет вас. Поделитесь этим постом, чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий. Бог обещает восстановить потерянное время и понесенную несправедливость. Ваша божественная цель – укрепить вашу веру и привести вас к финансовому успеху. Помните о постоянной поддержке Бога, об объятиях, подтверждающих Его любовь. Цените эту божественную связь, ведь жизнь сама по себе является чудом. Прежде чем этот месяц закончится, вы можете столкнуться с серьезным испытанием. Поделитесь этим сообщением с 3 людьми, чтобы избежать этих невзгод и достичь освобождения. Учитесь на прошлых ошибках и избегайте их повторения. Святость и божественность необходимы для благословения вашего пути. Бог и ангелы указывают, что к концу этого месяца появится последняя возможность достичь финансовой свободы, семейного мира и эмоционального и духовного баланса, если вы доверитесь. Любите это послание и следуйте ему до конца, потому что Бог говорит, что, следуя этому плану, вы будете благословлены. Верьте, что Господь поставит на вашем пути кого-то, кто поможет вам расти. Будьте осторожны с каждым упомянутым шагом, чтобы избежать проблем в будущем, ведь враг пытается причинить страдания, но потерпит поражение. Освободите себя от перекрестков и заверьте своих близких, что они являются частью вашего пути. Комментируйте 7070, чтобы все обещания на этой неделе сбылись, найдя решение в вере. Бог просит вашей непоколебимой верности, обещая светлое будущее. Будьте в поисках кого-то из прошлого, пытающегося вернуться. Крайне важно избегать таких воссоединений, поскольку обстоятельства не изменились. Ангелы предупреждают о серьезной ошибке, которую необходимо быстро исправить, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Отказаться от этого послания значит потерять огромные благословения, данные только верующим. Обязательно дочитайте это сообщение до конца, чтобы получить эти благословения и войти на эту неделю с процветанием. Ангелы настаивают, что нужно быть очень осторожным, особенно выходя из дома в полночь, враг рядом и стремится поразить ранимую душу. Однако достижение конца этого послания принесет освобождение. Комментарий 2929 для. Лучше узнавайте тех, кто присутствует в вашей жизни, ведь Бог открывает новые возможности. Имейте в виду, что дух смерти близок к вашему дому, подвергая вашу жизнь опасности. Если подойти слишком близко к этому сообщению, ситуация может ухудшиться, поэтому будьте осторожны и не платите полную цену в ближайшие дни. Ангелы советуют вам отказаться от вредных дружеских связей, как только вы откроете правду, особенно в отношении тех, кто действует неправедно. Бог обещает обновить ваши силы, принеся новые благословения и возможности. Следующий год начнется с позитивных событий, которые избавят вас от невзгод, встретившихся в этом году. Кроме того, Бог принесет новую мудрость в вашу жизнь. Прощайте, чтобы быть прощенными, любите, чтобы вас любили, сохраняйте чистоту и верность в своих действиях. Имейте в виду, что сегодняшняя ночь будет непростой, поскольку враг попытается проникнуть в ваш дом.
Напишите на номер 2727, чтобы получить похвалу и избежать слез в своей жизни. Берегите своих друзей, не позволяйте болезни одолеть вас и ищите Бога в трудные времена. Используйте это благоприятное объявление как толчок к достижению новых высот, которые раньше казались недостижимыми. Близость твоей мечты ощутима, и мое присутствие будет постоянным рядом с тобой. Будьте уверены в своей способности разумно распорядиться этим даром. Используйте его, чтобы распространять заботу, благотворительность и доброту, где бы вы ни находились. Настоящее состояние – это то, которое вы распределяете, инвестируя в свой рост и счастье других. Когда завтрашний день кажется заряженным положительной энергией, не позволяйте колебаниям или страхам остановить вас. Будьте восприимчивы к этим новым возможностям, зная, что у вас больше сил, чем вы думаете. Будущее откроет целый ряд возможностей, которые ждут вашей инициативы. Сегодня вечером, ложась спать, зная, что вас ждут великолепные свершения. Этот день знаменует начало новой главы вашего существования, озаренной обещаниями и успехами. Доверяйте своим способностям, верьте в естественный ритм жизни и знайте, что я всегда рядом, чтобы направлять и любить вас на каждом этапе пути. Провозглашайте под божественным руководством: «Я не устрашусь, если пойду в надежде и стойкости». Каждый восход солнца дает возможность развиваться и трансформироваться. Сегодняшние оптимистичные финансовые новости – это лишь проблеск вашего огромного потенциала, который вдохновляет вас летать выше. Наслаждайтесь не только фруктами, но и путешествием, которое привело вас туда. Каждое преодоленное препятствие, каждый извлеченный урок и каждое приложенное усилие помогли сформировать того выдающегося человека, которым вы являетесь сегодня. Прокомментируйте номер 8080, чтобы привлечь полезных людей в лучший период вашей жизни. Поставьте лайк этому посту, чтобы отогнать зависть и злые взгляды. Небесные посланники прислушиваются к вашему желанию, обещая сопровождать вас и защищать от негативных энергий. Сегодня Бог планирует для вас победу. На этой неделе ваши финансовые трудности найдут решение благодаря новой возможности трудоустройства. Путешествие является важной частью вашей награды, поскольку в эти моменты раскрывается ваша истинная сущность и настойчивость, когда вы вступаете в новую главу процветания. Оставайтесь скромными, признавая тех, кто поддерживал вас. Поблагодарите за ценные уроки и опыт, которые определили ваше мировоззрение. Щедрость и преданность – это столпы, которые поддержат вас на пути к светлому будущему. Он пишет: «Щедрость – моя сила». Отпразднуйте эти благоприятные финансовые новости, не впадая в самоуспокоенность, вместо этого направьте эту энергию на дальнейший рост и расширение. Оставайтесь дерзкими, ставьте смелые цели и преследуйте свои мечты с новым рвением. Помните, что успех – это не конечный пункт назначения, а постоянный путь личного развития. Успех строится на основе сильных ценностей, людей и сочувствия, независимо от обстоятельств. Используйте свой новый статус, чтобы положительно повлиять на жизнь других и побудить окружающих с энтузиазмом добиваться своих собственных целей. Прежде чем этот день закончится и вы получите долгожданные новости, знайте, что это только начало большого пути. Вы способны на гораздо большее, чем думаете сейчас.
Оставайтесь открытыми и приветствуйте возможности по мере их появления. Наконец, знайте, что я всегда здесь, чтобы направлять вас с любовью и мудростью. Будьте благодарны за полученные вами благословения и используйте их, чтобы освещать путь другим. Продолжайте верить в себя, в свои способности и в силу любви и оптимизма, которые изменят вашу судьбу. Я верю в тебя, мой дорогой сын. Напишите свою благодарность Богу и поделитесь этим сообщением с 5 людьми, которые тоже верят в Бога. Двигайтесь вперед с верой, доверием и благодарностью. Завтрашний день – это подарок, и я надеюсь увидеть ваше преображение с вашей решимостью и страстью. Еще важнее сохранять дистанцию. Прокомментируйте 5050, чтобы обеспечить победу и отказаться от капитуляции. Достигайте своих финансовых целей, поддерживая своих близких. Помните о возможных обманах, созданных вашими противниками. Чтобы предотвратить это, важно следовать этому сообщению до конца. Аминь упоминается разрушение маршрутов и обходных путей, очевидный риск, который существует, подчеркивая актуальность принятия маршрута, предложенного Создателем, для привлечения положительных энергий. Небесные существа раскрывают свою решимость и подчеркивают безотлагательность исполнения божественной воли для привлечения материальных благ. Вам предлагается распространить это послание среди тех, кто в нем нуждается, тем самым укрепив свою решимость. Верьте во временный характер невзгод и верьте, что вера в священное присутствие принесет утешение. Аминь. Всевышний предупреждает, что никто на земле не имеет полномочий судить его, призывая не терпеть презрения. Сопротивляйтесь соблазнам, доверяя этому руководству как своему наставнику и спасителю. Есть упоминание об околосмертном опыте, но вас просят настоять. Аминь. Однако, это приводит к обещанию реального облегчения, которое мотивирует вас признать положительный опыт. Комментарий 4949, чтобы отпраздновать начало новой жизни и душевное спокойствие. Дорогой важно, чтобы ты осознал, что не все вокруг тебя хотят. Ваше благополучие. Будьте осторожнее и не выбирайте лживых и завистливых друзей, так как они могут нанести вред. Божество предлагает развивать с ним дружбу, чтобы жить позитивной жизнью, полной общения и преодолеть недавнюю печаль. Небесные существа в своем последнем предупреждении просят вас поделиться этим посланием со многими, потому что благодаря вашему состраданию многие будут спасены и благословлены. Они предсказывают скорое финансовое чудо, решающее несколько проблем. Аминь. Ангелы предостерегают от неблагоприятных отношений, настаивая на том, что настойчивость в этих отношениях противоречит божественной воле. Комментарий 3636, чтобы продемонстрировать свою верность священным принципам. Возможность великого чуда раскрывается в последнюю неделю декабря, и вам предлагается подтвердить свою веру в Создателя, чтобы пережить трансформацию. Аминь. Также вызывается интерес достойного восхищения человека к вашей жизни, заставляющий вас полюбить его для получения более важной информации. Не раскрывайте все свои планы, так как ими могут воспользоваться ваши противники. Этим посланием Верховный Суд хочет изменить ваше существование, предлагая новые контексты и решения. Подчеркивает доверие к божественному провидению. Лос-Анджелес предупреждает о возможных рисках и рекомендует соблюдать осторожность.
Рядом с вашими целями подчеркивается, что только Божественное может принести им дополнительную ценность, и подчеркивается близость второго раунда. Его призывают не поддаваться греху, стремиться к самосовершенствованию и довериться Творцу. Просим не угасать надежду, поскольку именно она придаст силы для выполнения соответствующих обязательств. Бог предостерегает от искушения потерять надежду, подчеркивается важность действовать искренне, подчеркивая необходимость покаяния и твердого решения получить благословение. Упоминается фигура из прошлого, которая может вызвать волнение, призывая их упорствовать до конца и не отказываться от послания «Аминь». В последнем предупреждении Бог предупреждает, что отказ от послания и неподчинение божественному закону может привести к потере финансовых благословений и чудес. Ангелы гарантируют, что единственный выход – дойти до конца, продемонстрировав свою способность принимать правильные решения и избегать сиюминутных желаний, которые ставят под угрозу вашу приверженность Богу. Ангелы предупреждают, что игнорирование этого сообщения будет серьезной и необратимой ошибкой. Они гарантируют, что вы подготовились к периоду необычайного обновления, наполненному чудесными событиями и замечательными прорывами, которые удивят вас своим масштабом и благосклонностью высшей небесной силы. Подумайте, что самые ценные отношения, которые вы можете установить, это с Иисусом Христом, который является вашим наставником, спасителем и другом во времена невзгод. Он – лекарство для беспокойной души и источник облегчения. Даже в самые трудные времена, вступая в этот новый этап своего существования, планируйте эпоху постоянного изобилия и успеха. Прокомментируйте 2020 год, чтобы подтвердить это сообщение. Многие сегодня сталкиваются с напряжением, растерянностью и беспокойством, которые нарушают их ночной сон. Я здесь, чтобы превратить ваше беспокойство в спокойствие, ваше недоумение в ясность и ваши беспокойные ночи в мирный отдых. Обещаю благословить вас и членов вашей семьи успехами, процветанием и крепким здоровьем. Просто доверься тому плану, который у меня есть для тебя, продолжай доверять моему постоянному присутствию. Вспомним библейскую притчу о 10 исцеленных Иисусом прокаженных, из которых только один вернулся, чтобы поблагодарить, и был благословлен за свою веру. Этот урок учит нас, что благодарность – это способ получить больше благодарности. Сегодня Бог заверяет вас, что из этого периода вы выйдете сильнее, чем раньше. Не спешите с божественными процессами, происходящими в вашей жизни, результаты будут того стоить. Необыкновенное чудо происходит с вами прямо сейчас. Когда страх и сомнения пытаются вторгнуться в ваш разум, вспомните Божье обещание. Он заверил, что всегда будет рядом с тобой и никогда не бросит тебя. Научитесь меньше зависеть от себя и больше от Него, укрепляя свою веру, чтобы с уверенностью противостоять невзгодам. Вспомните библейские истории о мужчинах и женщинах, которые доверились Богу и стали свидетелями Его чудес. Просите мужества противостоять каждому вызову, осознавая, что вы не одиноки, потому что Бог рядом с вами, направляя и укрепляя вас. Бог – ваш проводник и ваша сила. Стремитесь увидеть потенциал в любой ситуации. Даже в самых сложных ситуациях действуйте смело, думайте творчески и находите возможности там, где другие видят только препятствия.
Просите у Бога силы, чтобы выстоять в трудные времена, смелости двигаться вперед, терпения ждать и проницательности, чтобы выбрать лучший путь, по которому идти. Научитесь не поддаваться страху неудачи, а рассматривать его как ступеньку к успеху. Учитесь на каждом опыте, развивайтесь благодаря каждому вызову и празднуйте каждую победу просто так. Заявите: «Я победитель, я дитя Божье». Поставьте перед Ним свои цели, зная, что мечты в вашем сердце не случайны, а являются частью божественного плана вашей жизни. Ищите их с решимостью и верой, зная, что присутствие Бога делает все возможным. Выражаю благодарность за то, что я сын Бога чудес. Я благодарю Тебя за то, что Ты превратил незначительное в великие дела, а невозможное в живые свидетельства Твоей силы. Я благодарен за все победы, которые я испытал и которые придут. Да никогда не забудешь Ты свою непоколебимую любовь, обильную благодать и способность творить чудеса. Сегодня я предлагаю вам свою веру, свои мечты и свои испытания, прося вашего совета и указаний на пути, которые Он проложил с ограниченными ресурсами. Я надеюсь, что ты добьешься выдающихся подвигов. Отправьтесь в это духовное путешествие, где каждый шаг – это приглашение к размышлению и росту. Верьте в преобразующую силу веры, которая освещает наши пути во времена сомнений и неопределенности. Осознайте неоценимую ценность моментов благодарности и важность быть окруженным теми, кто питает вашу душу. Прокомментируйте номер 9292, чтобы напомнить вам о необходимости искать проницательности на своем пути и процветания, которое осветит ваш путь, отражая божественную милость в вашей жизни. Во время этого путешествия важно различать истинные намерения окружающих, защищая себя от негативных энергий и сохраняя свое духовное благополучие. Рассматривайте трудности не как препятствие, а как возможность укрепить свою веру и характер. Помните, что при каждом выборе у вас есть возможность обновить свою приверженность тому, что правильно и хорошо. Жизнь – это полотно опыта, и каждая нить представляет собой извлеченный урок, полученное благословение. Это заставляет нас думать, что трудности могут стать трамплином к успеху. Оставайтесь твердыми в своих убеждениях и ценностях, потому что именно они направляют вас во времена шторма. Следите за божественными посланиями, поскольку они появляются неожиданно и могут дать ценную информацию о вашем путешествии. Позвольте мне быть частью вас. Трудные времена уходят, и впереди нас ждут лучшие дни. Трудные времена подходят к концу, и вы можете быть уверены, что ваш Небесный Отец всегда будет рядом с вами. Лучшие дни уже в пути. Жизнь может преподнести испытания, вызовы и ситуации, которые затмевают яркое пламя веры в вашем сердце. Я желаю, чтобы ваша вера сияла пылом и состраданием. Помните, что ваш дух, ваша мотивация и ваше желание жить – это дары моей любви. Пришло время вернуться на путь надежды, чтобы выпрямить свой дух моими обещаниями и моими истинами. Иди даже по темным долинам, не боясь зла, ибо я всегда буду с тобой, направляя тебя. С великой радостью призываю вас одерживать одну победу за другой. Я желаю, чтобы ваше будущее было полным успехов и благословений, и чтобы вы никогда не терпели поражений. Запомните эти слова, поскольку по мере того, как вы становитесь счастливее и благословеннее, зависть может попытаться стать свидетелем вашего падения.
Зависть никогда не увидит моего падения. Это сверхъестественный закон жизни. Я здесь, чтобы воодушевлять тех, кого люблю, но могут возникнуть враги и возненавидеть вас из-за вашего счастья и вашей веры. Не бойтесь, потому что вам не причинят никакого вреда, пока вы будете следовать моей воле. Я не требую от тебя совершенства, я понимаю, что ты человек и что в какой-то момент ты можешь потерпеть неудачу. Я только прошу ваше сердце и ваши глаза оставаться сосредоточенными в этом священном слове. Положитесь на меня. Господи, я также желаю Твоей верности. Ты можешь искать меня и любить, когда дела идут хорошо, но даже во времена невзгод, когда дела идут плохо, не прекращай своего путешествия и своих молитв. Продолжайте ходить и молиться с непоколебимой верой. Вы можете пролить много слез, несмотря на дождь или бурю, но упорствуйте, не колеблясь, и я успокою бури и заставлю замолчать море. Я прикажу прекратить ваши конфликты и решить ваши проблемы. Однако я хочу видеть непоколебимую веру в любовь и преследование меня всегда, ставя меня на первое место во всем, что вы делаете. Вы обнаружите, что эта вера станет мечом, который побеждает зло, преодолевает ваши слабости и дает вам духовную и сверхъестественную силу, которая поможет вам преодолеть искушения, страхи, проблемы и все испытания, которые встречаются на вашем пути. Прежде чем выйти из дома, склоните на несколько минут голову, расскажите о своих планах и всех своих делах. Молитесь за свою семью, говорите слова веры и мира. Радуйтесь, ибо я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Ты мой сын, моя дочь, моя драгоценная овца. Я поведу тебя к зеленым пастбищам и стоящим водам. В вашем доме больше не будет криков и суматохи, и конфликты, терзающие ваше сердце, прекратятся. Комментарий к номеру 2323 позволит вам претендовать на предложенные благословения. В этом сообщении я уничтожу безбожников, тех, кто крадет любовь и разрушает покой вашего дома. Я искореню каждый грех и зло, скрывающиеся в тени и стремящиеся испортить вашу веру и счастье. Я устраню твою печаль, и ты не увидишь на своем столе ни нищеты, в свое время у вас будет хлеб. Я открою небесные окна, и на вас прольются благословения, больше рабочих мест, образования и новых возможностей для роста. Мой Бог, мой защитник, я устраню привычки и пороки, которые вредят твоей непорочности и твоей вере. Мы пойдем вместе, и я крепко буду держать тебя за руку. Сосредоточьтесь на хорошем, чистом и чудесном, что я хочу привнести в вашу жизнь. Не ищите негативных друзей и не возвращайтесь к тем, кто никогда не встанет с земли. Я ваш кормилец и также могу принести вам счастье, поэтому вам не нужно искать признания или одобрения у других. Зависть никогда не увидит моего падения, это сверхъестественный закон жизни. Я здесь, чтобы воодушевлять тех, кого люблю, но могут возникнуть враги и возненавидеть вас из-за вашего счастья и вашей веры. Не бойтесь, потому что вам не причинят никакого вреда, пока вы будете следовать моей воле. Это не сложно и не невозможно. Я не требую от тебя совершенства, я понимаю, что вы человек и что в какой-то момент вы можете потерпеть неудачу. Я лишь прошу, чтобы ваше сердце и ваши глаза были сосредоточены на этом священном слове. Положитесь на меня. Господи, я также желаю Твоей верности.
Ты можешь искать меня и любить, когда дела идут хорошо, но даже во времена невзгод, когда дела идут плохо, не прекращай своего путешествия и своих молитв. Продолжайте ходить и молиться с непоколебимой верой. Вы можете пролить много слез, несмотря на дождь или бурю, но упорствуйте, не колеблясь, и я успокою бури и заставлю замолчать море. Я прикажу прекратить ваши конфликты и решить ваши проблемы. Однако я хочу видеть непоколебимую веру в любовь и преследование меня всегда, ставя меня на первое место во всем, что вы делаете. Вы обнаружите, что эта вера станет мечом, который побеждает зло, преодолевает ваши слабости и дает вам духовную и сверхъестественную силу, которая поможет вам преодолеть искушения, страхи, проблемы и все испытания, которые встречаются на вашем пути. Комментарий к номеру 5959 позволит вам претендовать на благословения, предлагаемые в этом сообщении. Подпишитесь на канал, чтобы получить божественное освобождение. Ангелы также предупреждают, что смерть попытается наблюдать за вашими следующими пространствами, чтобы поймать вас в ловушку. Вам нужны руки, господа, чтобы удалить этот злой путь, который принесет только одиночество. Слушайте до конца и ставьте лайки, чтобы избежать худшего. Сегодня у Бога есть послание надежды и стойкости для вас. Желаю видеть вас всегда достойными и уверенными в Его присутствии. Напишите по номеру 6262 и попросите, чтобы желание, грозящее уничтожить плоды, которые вы собрали и посадили в своей жизни, исчезло. Вы хотите стать свидетелем этого падения, поскольку сегодня Бог возвысит ваше имя и имя всех вас. Бог открывает вам, что вы ведете двойную жизнь, истощая свою энергию. Крайне важно искоренить его с корнями, прежде чем он испортит положительные привычки и повлияет на наше здоровье. Ангелы предупреждают, что в течение следующих 2 часов произойдет великая духовная битва между добром и злом, чтобы защитить вашу жизнь. Прямо сейчас вы столкнулись с ужасными проблемами, и это может быть злой дух. Если вы хотите отойти от этих конфликтов, я призываю вас оставить лайк сейчас. Бог всегда был рядом, когда вы нуждались в нем больше всего, протягивая руку помощи и прощая ваши грехи, когда вы каялись от всего сердца. Ангелы советуют вам держаться подальше от определенных людей, потому что это нездоровая дружба для вас. Разногласия и проблемы повлияют на ваш образ жизни. Если ты хочешь избежать этого и очнуться к реальности, оставь свой вкус и не уходи. Бог откроет вам глаза. Напишите 1616, чтобы присоединиться к великому служению, которое начнется в конце этого сообщения и где вы найдете причину получить обильные благословения в своей жизни. В ближайшие 42 часа приближается великое финансовое чудо. Ангелы сообщают, что враг с рассвета пытался принести негативную энергию в ваш дом, нарушая ваш сон. Чтобы остановить это, поделитесь этим сообщением как минимум с 3 членами вашей семьи. Это принесет внутренний мир в вашу жизнь. Бог провозглашает, что власть всегда будет принадлежать человеку, но когда вы встанете, вы должны принадлежать Ему. Здесь, в этом мире, нет существа более великого, чем ты, Создатель всего сущего. Те, кто не подчинится Его Слову, будут отречены перед Ним. Ангелы предупреждают вас о том, что к вам пытается приблизиться кто-то, возможно, злой дух. Будьте благодарны за то, что вы сегодня бодрствуете и живы,
потому что есть те, кто хотел бы оказаться на вашем месте. Цените тех, кто любит вас, и старайтесь изо всех сил каждый день. Бог всегда пытается сформировать ваше сердце, чтобы сделать вас лучше. Прощение принесет облегчение вашей душе и освободит то, что заблокировано на вашем пути из-за горечи и одиночества. Напишите на номер 7878, чтобы попросить внутреннего покоя и способствовать добрым плодам в вашей жизни, оставив позади вредные привычки и негативное влияние. Ангелы предупреждают, что трудные времена, с которыми вы столкнулись, станут примером того, что вы не одиноки на этом пути. Однако будьте осторожны с теми, с кем вы разделяете свои цели, потому что плохим словом может воспользоваться враг. Вскоре, в ближайшие несколько минут, откроется что-то важное, и Бог подчеркивает, что чем более вы позитивны, тем больше позитива вы привлечете. Ангелы указывают на то, что кто-то тайно переживает тяжелые времена болезни, и вы были выбраны, чтобы охранять его. Нести это бремя. Крайне важно действовать, пока не стало слишком поздно, потому что ваша сегодняшняя жизнь благословлена тем, что приносит исцеление. Пожалуйста, Бог попросил меня дать вам понять, что не каждый в первую очередь захочет быть в своей семье и любить своего ближнего, как самого себя. Однако не позволяйте ложной дружбе поглотить вашу жизнь, ибо самое ценное, что у вас есть, это любовь, сострадание и прощение, которые Господь поместил на вашем пути. Враг пытается сорвать важную цель, которую вы достигаете, но ему это не удастся, если вы позволите своим людям поддержать вас. Теперь оно упадет на землю и больше не будет присутствовать в вашей жизни, так как сегодня Бог принес с собой великий свет, который рассеет все тени. Ангелы предупреждают в первый и последний раз не оставлять это послание. Сегодня у вас есть важное обязательство получить благословения, которые чудесным образом исцелят и благословят вашу семью. Если вы уйдете, из-за этого проиграют все. Бог подчеркивает величие своей милости, но также подчеркивает, что справедливость для тех, кто делает добро. Они будут возвышены, а заблуждающиеся будут наказаны по закону Отца. Это вдохновляет вас делать добро и способствовать позитивным вещам в жизни окружающих. Напишите 1818, чтобы попросить о немедленной победе и финансовом успехе в вашей жизни. Пусть 2024 год сделает вас успешным человеком. Помолимся, возлюбленный Боже, Господь бесконечного милосердия и мудрости. Сегодня мы обращаемся к вам с сердцами, полными благодарности и веры, признавая ваше постоянное присутствие в нашей жизни. В это время мы возносим молитву за тех, кто ищет вашего руководства и защиты. Небесный Отец, Ты источник всякого света истины. Мы просим Тебя направлять шаги Твоего Сына, рассеивая все страдания, с которыми Он столкнулся. Позвольте Ему сосредоточить свой взгляд на настоящем, освободив свою жизнь от любого промедления, которое могло бы затмить Его путь. Мы знаем, Господи, что враг коварен, но уповаем на то, что Ты устранишь от него всякое негативное влияние. В этот момент молитвы мы также просим проницательности, чтобы он распознавал и избегал ошибок, которые могут произойти на его пути вдали от вас. Пусть свет Твоей любви освещает каждый выбор, каждое решение, и пусть он найдет безопасное прибежище в Твоей благодати, Господь. Это сердечная молитва о мире и процветании вашего Сына, который ищет вашего руководства в вере.
Мы просим о жизни, полной побед и достижений, зная, что, делясь Евангелием, оно становится инструментом вашей доброй воли для будущих поколений. Мы смотрим на это время с беспокойством по поводу проблем, которые могут возникнуть, особенно в отношении личных отношений. Пусть Он руководствуется вашей мудростью в общении с друзьями, различая правду и ложь. Узнав окружающих, пусть Он будет окружен Твоим светом, отгоняя тени разочарования. Милосердный Боже, до 20 ноября пусть к этому сыну придут финансовые блага, согласно Твоему обещанию. Мы просим во имя Вашей любви, чтобы было процветание и чтобы он мог мудро распоряжаться ресурсами, которые вы передаете ему в руки. В это время, Отец, мы также просим защиты, чтобы он мог быть сохранен от всякого вреда, особенно от тех, кто может попытаться причинить ему вред. По Твоей милости пусть он чувствует Твое присутствие в каждый момент, направляя его через трудности. Иногда тьма кажется непреодолимой, но будьте уверены, что моя любовь и истина доминируют над этими тенями. Доверьтесь силе моего света, которая затмит каждый кусочек тьмы, который осмелится вторгнуться. Жизненные препятствия могут показаться внушительными, а барьеры непреодолимыми, но вы не идете в одиночку. Примите мое учение, твердо держитесь моих обещаний, и я буду направлять ваши шаги. Рука об руку мы пройдем через испытания этого несовершенного и беспокойного мира. Я умоляю вас взглянуть за пределы существования злобы и взращивать в своей душе доброту, сочувствие и любовь. Ибо Ты – мое творение, которому суждено стать маяком света среди тьмы. В трудные минуты найди утешение в моем учении. Они дадут вам проницательность и проницательность, необходимые для того, чтобы отличить правильный путь от мятежного пути. Молитва будет вашим убежищем и вашей связью со мной, источником силы. Положение и убежище. Не стесняйтесь обращаться ко мне в трудную минуту, поскольку я приближаюсь к разбитым сердцам и быстро отвечаю тем, кто обращается ко мне. Мой великий замысел сложен, и то, что может показаться неблагоприятным на первый взгляд, в конечном итоге может проложить путь к процветанию истинной любви и бескорыстной доброты. Знайте, что моя любовь безгранична и безусловна, бескорыстна и сострадательна. В этом суть моей любви к вам, и именно с этим пониманием я хочу, чтобы вы осознали, что, несмотря на ваши нынешние испытания, я все еще жажду вашего высшего блага. Не поддавайтесь страху и не отвлекайтесь от того, что действительно важно в этом мире. Путь, который я приготовил для вас, полон испытаний, но помните, что вы – мое творение, наделенное мудростью, позволяющей делать осторожный выбор, и стойкостью, позволяющей расти в каждом опыте. Встречайте невзгоды без страха, потому что в каждом испытании есть возможность укрепить свою веру и стать более стойким. Столкнувшись со злобой или мелочами этого мира, сеяйте любовью и состраданием. Божественная искра, которую я вложил в тебя, может осветить даже самую тьму. Нукс использует любую возможность, чтобы распространять доброту и утешать тех, кто страдает. Своими действиями ты обладаешь силой изменить мир, потому что ты мое потомство, мой маяк в этом мире и соль земли. Будьте уверены, что даже среди зла я работаю, чтобы искупить и исцелить тех, кто ходит в тени смерти. Моя любовь никогда не покидает тех, кто искренне ищет меня. Мое обещание спасения и безграничных благ остается неизменным до конца для всех верующих.
Дорогое мое дитя, пройди испытание с уверенностью, опираясь на знание того, что моя любовь поддерживает тебя. Мое глубочайшее желание, чтобы вы преуспевали в непрестанном благословении и процветали в этом мире. Помните, что я завещал вам богатства, как духовные, так и материальные, чтобы вы могли радоваться радости, изобилию и полностью погрузиться в мой божественный замысел. Путешествуя, берегите сердце, наполненное добротой, сочувствием и любовью. Примите благодарность за все, что вы имеете и еще не получили, ибо благодарный дух раскрывает благословение среди вас и великолепие моего творения. Поэтому выразите благодарность из глубины своего сердца, и вы раскроете ценность уроков, извлеченных в трудные времена. Сын мой, дочь моя, продолжайте. Это время трансформации и самоанализа. Не расстраивайтесь из-за махинаций мира и не позволяйте испытаниям и невзгодам ослабить ваши силы. Помните, что вы обладаете врожденной храбростью, потому что моя сила живет внутри вас. Ваша смелость и непоколебимая вера приведут вас к успехам и благословениям, превосходящим ваши самые смелые мечты. Не позволяй сердцу твоему тревожиться и бояться, ибо ты окутан моей любовью, шедевром моего творения. Посмотрите на небеса и цепляйтесь за мое присутствие, углубляйте мое слово ежедневно. В них содержатся обетования, которые поддержат ваше сердце во всех испытаниях. Пусть сияние моей привязанности омолодит вашу надежду и укрепит вашу душу. В своих молитвах, когда вы обратитесь ко мне, вы обнаружите, что моей благодати более чем достаточно, чтобы преодолеть любые трудности. Дитя мое, моя любовь к тебе вечна. Войдите в мир с мужеством и уверенностью чемпиона. Не падайте в обморок, ибо я с вами каждое мгновение. Мой мир, превосходящий всякое понимание, будет охранять твое сердце и освещать твой путь. Всегда будьте настойчивы и оставайтесь непоколебимыми в вере. Верьте, аминь. Пришло время тебе двигаться дальше, дитя мое. Стремитесь к своим стремлениям, боритесь за то, во что вы верите, и вы добьетесь успеха. Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы напомнить вам, что нельзя позволять жизненным заботам влиять на вас или подавлять их. Будьте бдительны и неустанно идите к своей мечте. Жизнь может представлять свои трудности, но твердо верьте в меня и продолжайте двигаться вперед, потому что я рядом с вами. Встречайте испытания, невзгоды и бури с уверенностью, что я ваш верный спутник, защищающий вас от сетей тьмы. Доверьтесь моему совету, и я обещаю, вы победоносно переживете эти трудные времена. Поскольку моя рука ведет вас, страх не оправдан, поскольку вам суждена уникальная и величественная цель, путь, который я тщательно наметил для вас. Исследуйте глубины своего сердца, чтобы найти свою истинную страсть, отточите свои дары и таланты, а я помогу вам реализовать миссию вашей жизни. Я всегда здесь, чтобы направлять и поддерживать вас во всех ваших делах. Я призываю вас не попадаться в ловушку неважных вопросов. Помните, что материальные блага мимолетны, а любовь, вера и надежда длятся вечно. Поэтому не позволяйте отвлекающим факторам мира отвлекать вас от пути, предназначенного для вас. Сохраняйте свою веру в высокой и не поддавайтесь жизненным искушениям. Многие сбиваются с пути из-за тривиальных вещей и теряют из виду то, что действительно важно, но вы по-прежнему твердо сосредоточены на самых важных добродетелях,
любви, сострадания, справедливости, смирения, честности и благодарности. Эти качества сделают вас маяком честности, позволяя мирно сосуществовать со мной и всеми вокруг вас. Дорогое мое дитя, всегда будь бдительным, самоуспокоенности нет места в вашем путешествии. Будьте активны и готовы ответить, когда поступит звонок. Эта подготовка не только поможет вам пережить испытания, но и позволит вам связаться с теми, кто заблудился в тенях и ищет путь к свету. Так что будьте смелыми и доблестными, никогда не колебайтесь в своих убеждениях и никогда не прекращайте свои поиски. Даже когда жизненный этап становится трудным, испытывая вашу веру сложностями, оставайтесь стойкими и продолжайте преследовать мечты, которые я вселил в ваше сердце. Знай, если ты когда-нибудь почувствуешь, что вот-вот упадешь, позови меня, и я поддержу тебя. Я обеспечу безопасность ваших процедур. Доверьтесь моей силе, поверьте в силу веры, и вы достигнете всего, чего захотите. Помните, что каждое испытание – это возможность для личностного роста и формирования характера. В такие моменты ваша истинная сила проявится, и ваша решимость осветит путь. Сохраняйте свою веру непоколебимой, и если вы чувствуете себя растерянным или потерянным, попросите меня о помощи. Я всегда здесь, чтобы услышать вас и направить вас по пути моей доброй и безупречной воли, всегда стремящейся к вашему высшему благу. Просто верь, и ты увидишь, как твои мечты сбудутся, мои любимые. Настойчиво молитесь и погрузитесь в мои учения. Помните, что добродетель настойчивости безмерна. Благодаря ему вы сможете преодолеть даже самые высокие горы. Эти проблемы кажутся совершенно непреодолимыми. С моей помощью вы подниметесь на вершину, чтобы полюбоваться широким и великолепным видом. Плоды вашего труда не только обогатят вашу собственную жизнь, но и осветят путь другим, посылая яркие звезды, направляющие их путь. Ваши триумфы послужат питательными семенами, которые прорастут в благословение для будущих поколений. Двигайся вперед, сын мой, с непоколебимой решимостью, продолжай, дочь моя, смело и сердечно. Не позволяйте моментам сомнений заставлять вас колебаться или отступать. Помните, что каждое испытание, которое вы преодолеваете, каждый барьер, который вы преодолеваете, это свидетельство моей силы и безграничной силы моей поддержки. Когда подъем станет крутым, помните, что мой дух – это маяк, освещающий ваш путь. Еще раз говорю с тобой, возлюбленный. Поддерживайте свою защиту, будьте сосредоточены и не уклоняйтесь от битвы. Жизненный путь может быть полон испытаний, но вы обладаете силой, превосходящей ваше понимание. Доверьтесь мне и идите вперед. Ваша работа и преданность делу определят вашу судьбу и будут звучать как вечный гимн на протяжении всей истории вашего рода. Аминь. Независимо от того, как далеко ты зашел, путь обратно в мои объятия всегда остается открытым. Понятно чувствовать себя брошенным на произвол судьбы в мире, полном отвлекающих факторов. Агония превращается в рациональное мышление, и на следующий день все меняется, от чувства исключенности до перебронирования. Подобно тому, как вы пытаетесь решить все свои финансовые проблемы одновременно, с вами произойдет нечто чудесное. Возможно, вам больше не нужно будет занимать деньги или просить их у кого-то. Позитивная атмосфера, полезные знания и множество наград будут окутывать вас в феврале и марте.
У меня есть сила превратить ваши трудности в преимущество, а ваши печали в радость. На этой неделе вас ждет множество милостей и чудес. Приготовьтесь к огромному выигрышу в лотерею, чтобы изменить свою жизнь. Дорогой, малыш, поскольку ты сможешь заработать значительную сумму денег, твоя финансовая, духовная и романтическая жизнь быстро улучшится. Как мощный источник изобилия, я не имею себе равных. Пожалуйста, посмотрите этот фильм до конца, чтобы Бог мог благословить вас прямо сейчас, как в финансовом отношении, так и во всех сферах вашей жизни. Помните, я – божество, которое уснуло после создания Вселенной. Через несколько дней вы войдете в период радости, любви и гармонии. Вот он, мой подарок вам. Так что наслаждайтесь им и будьте благодарны за богатство, которое Он приносит в вашу жизнь. Впустите благословения, которые охраняют вас и открывают ваше сердце, говорит Бог. Сегодня я могущественный Бог и буду вашим величайшим щитом от зла. Я могу защитить тебя, пусть вы будете защищены и приведены к победе. Доверьте свои заботы и тревоги в мои умелые руки, деньги будут свободно течь в вашей жизни и увеличиваться в геометрической прогрессии с каждым днем, как вода. Это неожиданное богатство приведет к чудесным переменам, изменит ход вашей жизни и привлечет удачу, как никогда раньше. Ваша жизнь может быть наполнена благами, направленными на устранение ваших проблем. В конце этой недели вы испытаете изобилие радости, смеха, любви и благословений. За каждую пролитую вами слезу мой малыш готов удивляться огромной щедрости, которая вот-вот придет к вам. Приготовьтесь к жизни, полной изобилия, отличного здоровья и большого количества денег. Вполне возможно, что ваша следующая неделя будет исключительной. В это время будет столько радости, любви и спокойствия. Вы можете ожидать прогресса в своих творческих начинаниях, в своей самооценке и в своих романтических отношениях. Помните, что вы никогда не бываете по-настоящему одиноки. Даже если кажется, что выхода нет, ваши страдания будут облегчены, а ваше удовольствие увеличится, потому что я, всемогущий, всегда рядом с вами, чтобы оказать вам неизменную поддержку. И если вы ищете утешение в молитве, я благословлю вас и покажу, что я всегда с вами. Пожалуйста, изо всех сил скажите сегодня, что вы открыты и готовы принять поток любви, исцеления и процветания, которого вы действительно заслуживаете. Я никогда не упускаю из виду тот факт, что я божество с бесконечным потенциалом. Перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, я открою двери и создам дороги там, где раньше их не было. Ваше финансовое положение вот-вот претерпит значительные изменения. Приготовьтесь принять это с благодарным сердцем и религиозным мышлением. У меня есть сила достичь всего, и я замечательный деятель, покоряющий самые высокие вершины земли. Я быстро превращу яркий рассвет в самую темную тьму. Бог предоставит вам прекрасную возможность, и вы увидите чудо за чудом, пока на ваши молитвы не будет получен ответ. С моей помощью вы сможете выздороветь и встать на ноги. Я буду присматривать за своим народом, обеспечивая ему безопасность и спокойствие. С вами могут случиться хорошие вещи, оптимальное здоровье, счастье и финансовый успех в стиле 1919 года. Чтобы доказать Слово Божье о том, что чудеса происходят на этой неделе, это новое начало, полное возможностей, удачи и серии чудесных событий.
В следующем году, когда 2014 год подойдет к концу, вы вступите в то время, когда ваши молитвы будут услышаны. Глубокое спокойствие и другие блага будут для вас. Получить доступ к большему капиталу путем установления существенных контактов. Особые возможности были зарезервированы для вас Богом. Вас ждут интригующие сюрпризы. В конце концов, у вас будет желаемый процесс, нужные ресурсы, машина, которую вы хотите, и любовь, которую вы хотите. Будьте уверены, если вы читаете это, не волнуйтесь. Финансовое изобилие, полное восстановление после невзгод, приход любви и реализация самых смелых мечтаний находятся в пределах вашей досягаемости. Присоединяйтесь ко мне в моих молитвах, защити меня, моих близких и моих друзей драгоценной кровью Иисуса Христа. Господи Боже, благослови и сохрани тех, кто ищет Тебя и надеется на Тебя, когда они переживают трудные обстоятельства. Я молюсь всем, кто надеется на чудо. Сейчас это кажется невозможным, но только Бог может сделать невозможное или, по крайней мере, создать путь, на котором это кажется невозможным. Я надеюсь, что Бог приложит свою руку к вашим финансам, вашему здоровью, вашей семье, вашему имуществу и вашей вере. Пусть это будет для вас ясным указанием. Если вы лежите в постели, обиженный, подавленный, потерянный и задаетесь вопросом, улучшится ли ваша ситуация когда-нибудь, Бог видит все, что нужно увидеть, и теперь готовит для вас путь. Ваши молитвы больше не будут игнорироваться. Вы поклоняетесь Богу, который не просто слышит молитвы, Он также отвечает на них. Бог делает так, чтобы мы не слишком беспокоились о вещах. Если что-то есть в Божьем плане, оно осуществится, а если нет, мы не сможем этому помешать. У Бога есть предопределенный план искупления, поэтому мы можем утешаться, зная, что все происходит не просто так. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты создал меня и так сильно любишь меня, что Ты послал Иисуса умереть на кресте за мои грехи, дав мне прощение. Теперь давайте вместе помолимся этой молитвой согласно тому, что говорит Господь в 21 час 21 минута. Когда мои возможности вышли за рамки того, чему Ты меня научил, пожалуйста, прими мое глубочайшее раскаяние. Даруй мне благодать любить Тебя и всех остальных на небесах безоговорочно. Мне не терпится быть с Тобой навсегда. Все, что Бог начал в вашей жизни, Он завершит во время подготовки. С вами произойдет чудо, новое чувство радости и желания будет послано в ваше сердце от Бога. В то время милость и мудрость Божия изумят тебя. Вы увидите проявление ответа на ваши молитвы. Исполнение Божьих обетований долго не приходило к Аврааму. Джозеф терпеливо ждал более 10 лет. Иногда двери остаются закрытыми, кажется, навсегда, но именно тогда Бог хочет, чтобы вы прошли через них. Во времена разочарования или нетерпения доверие к божественному времени становится необходимым. Хаос, который возникает, когда события развиваются не так, как ожидалось, напоминает нам, что, несмотря на наши желания, Бог организует идеальный график нашей жизни. Его всемогущество гарантирует, что каждое событие происходит именно тогда, когда оно должно. Будьте уверены, присутствие Бога постоянно, обеспечивая руководство и защиту, облегчая бремя и укрепляя силы даже в разгар беспорядков.
Подумайте об уверенности в том, что в ваше существование вплетена цель, доверенная высшей силе, способная исправить то, что сломано, и даровать вам и вашим близким мир и благословение до конца недели. Возможно, ваша жизнь течет гладко, без забот. Предвкушайте грядущие дни, наполненные безграничными благами, прорывами и чудесами. Сохраняйте непоколебимую веру в неизбежный приток изобилия на ваш банковский счет даже в разгар невзгод, потому что чудеса происходят ежедневно, в зависимости от того, как будут развиваться события на этой неделе. Февраль и март обещают обильное возвращение, и ожидается, что завтра утром у вашего порога произойдет чудо. Приготовьтесь к неожиданному потоку любви, мира, здоровья, богатства и божественных благословений. Последующий месяц таит в себе потенциал для замечательных преобразований, прокладывая путь к истории, наполненной радостью, исцелением и триумфом, с божественным вмешательством во главе. Сегодня вечером, пока вы спите, позвольте божественной благодати залечить трещины в вашей жизни, даруя благословение вам и вашим близким и облегчая любое беспокойство. Верьте, что молитвы о чудесах будут услышаны, пока вы засыпаете, с уверенностью, что они могут проявиться прекрасно, развеивая опасения по поводу вашего пути, когда вы смотрите финал этого фильма. Господь, мы понимаем, какие сюрпризы и потенциальные проблемы сопровождают откровения друзей детства. Даруй проницательность и смелость преодолевать возникающие трудности, ища утешения в Твоем присутствии, как в безопасном пристанище. Дайте ему возможность катализировать духовные и экономические преобразования, принимая решения в соответствии с вашей волей и формируя свою судьбу в ваших руках. Пусть дела, начатые в его жизни, процветают, свидетельствуя о победах, уготованных тем, кто доверяет тебе. Мы умоляем устранить все негативные энергии, окутывающие его обитель. Твоим всемогуществом пусть тьма рассеется, уступив сиянию Твоего присутствия. Даруй ему победу над испытаниями и укрепи его для преодоления всех препятствий по Твоей благодати. Сострадательный Бог, мы признаем необходимость участвовать в служении исцеления прошлых обид. Даруй силы, чтобы в полной мере участвовать в этом служении, способствуя прощению и восстановлению среди столкновений с обманом и горем. Господь, укрепи этого сына своим присутствием, приведя его к монументальным победам и благословениям, рожденным по Твоей благодати. Пусть в его жизни сбудется обещание благополучного будущего. Защити себя от посягательств супостатов, зная, что верой и послушанием он восторжествует. Пусть божественные обещания материализуются, укрепляя его веру в Твою непреклонную защиту. Сейчас, Небесный Отец, мы отпускаем наши опасения по поводу потенциальной потери близких. Дай понять, что Твое провидение совершенно, направляя каждый его шаг. Даруй ему уверенность в том, что он никогда по-настоящему не одинок, потому что Ты, Бог, слышит наши молитвы, всегда присутствуешь. Ответьте на просьбу об одной из величайших потребностей его сердца, проявив свою доброту и любовь необыкновенным образом. Господи, обнови надежду и озари каждый шаг светом Твоей любви. Даруй внутренний покой и мужество, чтобы противостоять всем испытаниям. Пусть он найдет утешение и силу в Твоем присутствии, доверяя Твоему божественному плану для своей жизни.